Доброе утро, уважаемые друзья. На сегодня по плану работы Госсобрания Тумы рабочее совещание с участием представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства промышленности и геологии. Вопрос о создании атомной станции малой мощности нового поколения для обеспечения распределения энергопотребителей республики. Анатолий Игнатьевич Чамчурин. Вот это тоже одна из тем сегодняшнего разговора. Ну, обменяемся мнением, послушаем, сделаем соответствующие выводы. Именно вот по заданию председателя парламента Республики Саха-Якутия Алексея Ильича Еремеева, 3 комитета объединенные сегодня мы послушаем очень уважаемого для всех якутян эколога, которому доверяют многие, да? И за эти годы он более 30 лет занимается вопросом, оказывается, малой мощности атомной мини-станции, или как там называется, но это то, что мы хотели бы сегодня послушать. Видите, территории арктической зоны, но услышала и увидела, и представила вот наши маленькие поселки, которые очень отдаленные и очень сложно довести до них. И я вот увидела в этом проекте как раз вот эти моменты, фундаментальные знания в этой области, личные вот проекты, вот как раз сегодня-то и нужны. Когда Федерального государственного гуманитарного предприятия «Атомфлот», город Москва, Кристина Матвеишина, вот, Академия наук Республики Саха-Якутия, мы обязательно, Юрий Михайлович Григорьев, академик Академии наук, должен выступить сейчас, у него урок, он преподаватель в ЦУФУ, он подключится, доктор физико-математических наук. Ну, сразу я приступаю к изложению материала, но здесь материал очень большой, конечно, в течение где-то получаса учить, что такое атомная электростанция и так далее, прочее, простому человеку, это очень сложная задача. Поэтому я подготовил слайды, где-то около 40 слайдов, но я их демонстрировать буду очень быстро, поэтому у кого есть возможность, можете там это переснять и так далее, прочее. Вот для этого подготовлены данные слайды. Вот это арктическая зона России с левой стороны, вот этот, а с правой стороны Республика Саха-Якутия. Это по данным, в последнем пункте надо остановиться, что население арктической зоны выполняет роль пограничных застав по охране территории, проводники, логистики, геологов, поставщики транспорта и продуктов. Вот это один из особенностей арктической зоны Республики Саха-Якутия. Следующий слайд. Вот это где красные точки, вот это где в основном работает дизельная электростанция по всей Якутии, тоже по состоянию 2017 года. Но здесь не учитывал те дизельные электростанции, которые работают в интересах Алроса и золотодобычи и других промышленных предприятий. Следующее. Вот разделение компетенций госкорпорации Росатом. Вот это разделение компетенций государственные служащие Республики Саха-Якутия никак не могут понять. Вот поэтому это один из основных слайдов. Атомная электростанция, это мощности более 300 мегаватт. Госкорпорация Росатом отвечает за это. А ниже это атомная станция малой мощности называется. Ими Росатом не занимается. Дело в том, ими занимается организованные Росатомом предприятия, такие как Акма Инжиниринг, Дерипаска, Росатом Оверсис, Покерманова и другие. Следующий слайд. Вот сейчас рассмотрим с этой точки зрения крупные энергообъекты Якутии. Вот Неренгуринская ГРЭС, самый большой вот это энергоблок 210 мегаватт.
Поэтому, если даже установить вместо Нерюнгурской ГРЭС атомной станции, у Росатома не входит обязанности. Всем понятно? И вот следующий, Вилюйский ГЭС, смотрите, Якутский ГРЭС-2, Якутский ТЭС. То же самое. Поэтому, если устанавливать вот этот ядерные энергетические установки, будут, значит, организованы другие предприятия под эгидой Росатома. Еще следующая особенность Якутии в том, что, вот, например, Якутский ГРЭС, посмотрите, и Якутский ГРЭС-2, мощности около 40 мегаватт, 4 штуки и так далее и прочее. Это вообще мизерные. Дело в том, что это все рассчитано на распределительную сеть. Это первое. А второе, это направление, это из-за резервирования. Резерв нужен, а вдруг сломается и так далее и прочее. С этой точки зрения, вот особенность эксплуатации энергетических объектов Республики Саха-Якутия. Следующее. Вот тарифы. Вот сегодня 6 рублей 82 копейки на март 2022 года Республика Саха-Якутия. Следующий слайд. Вот мы рассматривали, делали свою методику из данных Якутэнерго, сколько вот этот использует зимний максимум. Вот это зимний максимум, там это в 2017 году, и летний минимум с правой стороны 5 улусов арктической зоны. Вот и здесь, если так посмотреть, у них нет таких больших потребностей. Так, следующий слайд. Вот, например, Усьяна, депутат, 3690 киловатт, значит 3,5 мегаватта. Вот такие мощности, это максимальное. Но это не говорит, что одна станция там должна быть. Знаете, я сказал, с учетом резервирования и распределительных сетей, это несколько дизельных электростанций. Следующий слайд. И вот этот 13 улусов, если арктическая зона рассмотреть, Батагай, самый максимальный 5,6 мегаватта, Тикси 14, здесь это не 14, а здесь это ошибка подкралась, 4,1. Депутатский 3,6, и Зрянка 3,1, Терский 2,9. И следующий слайд. И вот поэтому вот, руководство Республики Саха-Якутия, чтобы уменьшить стоимость электроэнергии, пытается решить другими энергетическими устройствами. Вот, например, ветроэнергетическая установка поселка Тикси. Так, следующий слайд. Строительство солнечных электростанций, например, Батагая, мощности 1 мегаватт. Ну, если так экономической стороны взять данный вопрос, это совершенно экономически нерентабельные проекты. Вы в следующем слайде вы смотрите, увидите это. Следующий. Вот расчетный показатель эффективности солнечной энергии, который я создал вот это за счет сайта погода 365s.ru. И вот здесь смотрите солнечные дни, сколько скорость ветра. Если ветряная электростанция, чтобы нормально, эффективно работала, это нужен 8 метров в секунду до 21 метра в секунду. А здесь такого ветра у нас почти нет, нигде. И в Тикси тоже. Дальше. Если солнечная электростанция работает, солнечных дней у нас очень мало. И здесь надо техническую сторону рассмотреть. Например, Батагая, солнечные панели, они находятся в одном положении. Их надо чистить тогда, мыть надо, чистить от снега и так далее, прочее, от грязи. Еще надо было хотя бы 2 степени свободы иметь
направо-налево повернут и вверх-вниз. А их нету. Они постоянно. Так, следующий слайд. И вот поэтому руководство Якутии, начиная вот с 1974 года, начали вот заниматься именно ядерной энергетикой, но в первую очередь ядерная энергетика у нас использовалась при проведении подземных ядерных взрывов для создания плотины. В 1988 году Евгением Павловичем Великовым мне пришлось встретиться и создали лабораторию доктора физмат наук Юрия Кузьмина, и они создавали вот это так называемое дорабатывание эритак элеза. И до сих пор они с КПД 5% не вышли. Указано, и Вячеслав Штуров и Егор Борисов рассматривали строительство 4 плавучих атомной электростанции Усть-Кулге, Юренхая, поселка Текси, но они, к сожалению, досрочно ушли, и вот поэтому это дело не дошло до конца. Но в 2018 году Арсений Сергеевич Николаев подписал соглашение Росатомом о создании первой атомной станции на территории Якутии. Как я сказал, Росатом не занимается такими вопросами. В 2019 году было подписано второе соглашение, и все это было передано Росатому Версис. И вот в 2019 году мне пришлось участвовать в совещании, рабочее совещание Росатома Версис у первого заместителя председателя правительства Колодезникова, и рассматривая их проекты по строительству атомной станции малой мощности Усть-Кулге, я хотел делать замечание, но из-за того, что слайды были управлением ядерной безопасности и именно обеспечение энергетики совершенно неправильные. Вот поэтому мне пришлось спросить вопрос. Среди вас там 6 человек было, представителей Росатома. Среди есть хоть один человек, который техническое образование по энергетике и атомной энергетике. Ни одного человека. Вот такими людьми наше правительство разговаривает. Ну так нельзя работать. Следующий слайд. И вот смотрите, вот это, где мы должны были располагаться плавучие атомные станции, вот в 4 местах, но у нас плавучие были без газотурбинной установки. Вот как раз фотография, вот это плавучее ГТУ, это РДК. Это моя фотография. Вот с правой стороны, там вы видите, наверное, идет вот этот шлейф, это провода береговые. Дело в том, от плавучих энергетических установок, это проблема, это передача электрической энергии на берег. Береговое устройство. И вот это как весна, мы вот это спасали, вот этот, ну так называемую баржу будем называть. Все время. И вот представьте, вот такое наводнение, как вот, например, в прошлом году ЛДК было, все было бы перевернуто. Вот один недостаток вот плавучих атомной электростанции. Да, идем дальше. Вот некоторые зарубежные атомные станции мощности от 10 до 35 мегаватт. Вот и здесь даже не стоит сейчас рассматривать в связи с тем, что вот война идет на Украине, вот сейчас это вообще зарубежными странами Россия, скорее всего, в ближайшие годы не будет работать таких теоретических направлениях, как атомная энергетика. Идем дальше. Вот наши. Вот вот это на 6 мегаватт вот плавучее, которые я уже говорил, СВР-10 есть такой, это физико-энергетический феник, Айсберг погружное, КЛТ-10, это академик Ломоносов, вы в курсе дела, наверное, это на Чукотке сейчас стоит, и вот рейтинг 200Н, который вот прилагается сейчас строит в Усть-Кулге. Идем дальше. Вот мы создали в 2019 году, там в начале было написано общественные межведомственные кооперации.
И вот компетенции разделили сразу. Отдел экономики ЯНЦ под руководством доктора экономических наук Пахомова Александра Алексеевича, они расчет делают реальных потребные мощности, а энергетика делает систему-распределитель сети. Все. Они не лезут туда атомную часть, ядерную часть. Испытательный полигон холода, это где я проживаю, Кенкема, это испытание неядерного оборудования условия низких температур. Все, я тоже не лезу туда, вот этот ядерная часть. Физико-энергетический институт имени Лейпунска, это умный, вся ядерная часть и совмещение неядерной части с реактором. Но в основном полностью ведет этот институт. Леоновский электромеханический завод, проектирование и создание предельно карнозированного газотурбинного преобразователя, это Алмаз Антей, это предприятие, которое раньше и сейчас занимается созданием противовоздушных оборонных проектов. И следующий слайд. И вот это первые шаги КНЦ что делал? Совместно с другими организациями начали они разрабатывать теории и расчеты малых атомных электростанций до 10 мегаватт. И вот это, что такое ПИ, это первая в мире атомная электростанция, Белевинская, ядерная энергетическая установка подводных лодок, транспорт и космическое назначение. И всегда осуществляет научное руководство создания атомной станции малой мощности. Мы их, вот это от 15 киловатт до 10 мегаватт называем атомной станцией микро- и мини-мощностей или АСМИ. Следующий слайд. Вот ФЕИ создали вот такую электростанцию в 1954 году, эскизный проект был, и потом пустили в 1956 году. Данная вот эта электростанция работала до 1969 года. Вот 4 вот таких базовые такие были и так далее прочее. Идем дальше. Этапы создания вот этой атомной станции микро-мини мощностей от 15 киловатт до 10 мегаватт. Вот с левой стороны там основные этапы. Вот это физика, химия, термодинамика, гидродинамика, теплофизика и так далее прочее. Это механика, концепция, техническая область. И мы сейчас дошли до вот красным обозначен знаком техническое предложение и технико-экономического основания. Их нельзя делать, вот, например, в кабинетных условиях, надо их создавать, металл, и потом испытывать на стендах ядерного устройства. А с правой стороны, вот эта дизельная электростанция, например, Батагая. Вот там это дизеля на 100 киловатт, на 750 киловатт и так далее, прочее. Все вот это расписано. Вот такие вот это таги используются именно ядерное энергетическое устройство. С такими же мощностями будут. Они не будут отличаться мощностями, чем это дизельные электростанции. Это из-за того, что там сетовые распределения уже подготовлено, новых не надо делать, поэтому. Дальше. И это следующий слайд. И вот как раз вот этот плакат, вот это, на всякий случай я взял, это плакат вот здесь. А здесь вот этот, как раз как слайд тоже обозначен этот. Вот основные все вот о чем я рассказываю, в этом плакате все написано. Вот внизу вся физика, и именно физика ядерных реакторов даже есть. Внизу, вот правом внизу, все полностью есть. И вот когда мне пришлось встречаться физиками и ядерщиками нашего университета, и некоторые там это физики путают
чем отличие уран-238 изотоп от уран-235. И вот и здесь как раз все расписано. Один уран принимает нейтрон, а второй уран, 235, наоборот, отталкивает нейтрон. И вот поэтому применения совершенно разные. Не зная данное это положение развития изотопов, нечего лезть в ядерной энергетике и умничать. Следующий, вот и здесь хотел я сказать, вот и здесь как раз это расписан вот эта формула уран-238, там плюс нейтрон и так далее, прочее. По этому принципу работают и все атомные электростанции, все, за исключением, которые мы предлагаем. Дальше. А вот это бензин, что написано, уран-233, торий, это называется ториевая энергетика, которая вот сейчас желает проталкивать у нас в России, Соединенные Штаты Америки. Но эта теория очень хорошая, но она практически неосуществима в настоящее техническое такое время. Сложная вот. Технически ничего не решено. Так, следующий слайд. Вот Трамп, он 1988 года готовился стать президентом, и когда стал президентом Соединенных Штатов Америки, он сразу проводил совещание по энергетическим вопросам. И первую сторону он как раз обосновал и говорил, надо создавать ядерные микрореакторы. Вот это интернете можете посмотреть в поисковике. Ядерные микрореакторы. И вот очень много вы нового найдете, называется СМР. Это на основе низкообогащенного уран-235. Но здесь надо отметить, уран-235 американский отличается от уран-235. И здесь я не буду останавливаться в технических частях. Но очень отличается. Дальше. Уран-235 как раз будет использован. Это один из самых безопасных таких радиоизотопов, которые сейчас практически применяется и используется как раз ядерных атомных ледоколов. И вот этот иритиум-200Н будет применяться уран-235. Один, еще раз повторяю, один из этих безопасных изотопов. Но технология вот этот иритиум-200Н совершенно другая технология, чем мы предлагаем. И вот и здесь, что мы предлагаем, кстати, совпадает некоторыми вопросами Соединенных Штатов Америки, которые они приняли в качестве закона. Закон называется об инновации, модернизации ядерной энергетики, был принят в 2019. Например, что мы предлагаем, вообще новый изотоп не производит. Вот американцы, которые собираются, они будут производить новый изотоп. А что мы предлагаем? Новый изотоп не создает, это во-первых. И первое замечание вот и здесь. Наша станция в основном будет работать на уран-235, который получается как отход от атомной электростанции. Но это know-how. Дальше. Остальные все вот этот, с ними совпадает. Следующий слайд. Вот новая энергетика, популярна в Соединенных Штатах Америки, ядерные реакторы газоохлаждаемые. Вот у нас, например, по всей России используются ядерные реакторы водоохлаждаемые, водяные. Или вот сейчас, вот это на Украине имеется 5 атомных электростанций, они все водоводяные. А вот американцы предлагают реакторы газоохлаждаемые. Это совершенно правильно. Дальше, на новой нормативной базе. Потому что вот это, что мы предлагаем, и что сейчас американцы тоже предлагают, они будут
не только конверсионные, они будут вообще продаваться как ружье. Ну, лицензироваться будет и так далее, прочее, учитываться будет, но будет продаваться обычно в розничной торговле. Потому что безопасность ядерная это на уровне рентгенаппарата и лучевых вот это приборов. Дальше, на новых технологиях. Ну, я написал вот здесь наподобие единства мира турбоядра российского модуля. Вот кто вот интернетом пользуется, поисковике может посмотреть. Транспортируется одним грузовиком, безопасно и так далее. Вот это следующий пункт нас не касается, потому что это шаровые твели, они опасные. Мы оттуда не ушли уже давно. Себестоимость электроэнергии меньше будет, чем тепловые сети. Но вот здесь самый последний пункт, читайте, пожалуйста. Там как раз у них требование такое, стоимость 1 киловатта-час должно быть не более 11 центов. Это по состоянию 2014 году требование было, и сейчас остается, и вот сюда сейчас можете представить, вот это будет стоимость не больше 11 центов. Следующий слайд. Так, практически вот шаги. Вестингаж Электрик, они и Лос-Аламосская лаборатория уже работают по заказу Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. И вот как раз третий пункт, они вот это в 2023 году должны создавать опытно-демонстрационный образец и серийный образец. Но, скорее всего, они не создадут, потому что они не дошли до такого проектного решения, чтобы показать обликовый проект называется. Вот обликовый проект. С обликового проекта я создал вот деревянный макет. Вот стоит деревянный макет. Вот это что красное, это ядерная часть. А что не красное, все это не ядерная часть. И вот этот, они до этого не дошли, у них нет макета до сих пор. Они не знают, как это будет работать. У них вот эта ядерная часть, высота 15 метров. Как вот это у нашей Ритм-200 будет высота ядерной, это реакторной части будет 15 метров. У них тоже так же. А вот и здесь смотрите какое. Если вот это, вы реакторы тоже, это интернеты, посмотрите вот это поисковике транспортабельной вот электростанции, который создал ФИИ, да, вот это в 1967 году. Там вот эта ядерная часть, именно реакторы, всего 60 на 60 сантиметров. И представляет не единый вот это, такой там это уран-235, а именно твелы, таблетки. Это очень сложнейшая вот эта технология. И они вот поэтому, скорее всего, в 2023 году они опытно-демонстрационный образец они не создадут. Дальше. И вот это остальные, вот это вы просчитаете, там именно Билл Гейтс в этом направлении работает, он только для создания одного обеспечения электроэнергии теплом одного дома, он готов вложить около $1 миллиарда. Ну, дело в том, что не стоимость этой станции, это на технологии. Вот поэтому, а стоимость станции, если серийная будет дешево, очень дешево будет. А вначале это вложение. Так, идем дальше. Вот мы создали концепции. Концепция, она вообще вот такого вида, вот эта концепция, вот это мы написали концепции, и вот это кому надо мы отправили. Но здесь самое, знаете, вдруг концепция попадет кому-то там, нашим конкурентам, поэтому мы, учитывая все эти нюансы, концепция не все пишется. В основном пишется, что можно написать для школьника 7 класса. И вот некоторые вот говорят, вот тот не указан и так далее, прочее. Один даже эксперт написал, а как вы будете автоматически управлять, этот
ядерная установка. Я ему говорю. А вот как летает у нас ядерная энергетическая установка на космических кораблях-то? До Марса. Ну вот так. Там управляешься, а здесь что, не будешь управляться, что ли? 200 километров. Это мелочи. Вот поэтому здесь эта концепция пишется основные направления, которые с одной стороны новые, а с другой стороны они не должны подсказывать технические решения, которые в мире еще неизвестны. Ну вот и здесь самое главное, это, конечно, мы обращаем внимание, это безопасная атомная станция микро и мини-мощностей. Они вообще не должны быть опасными. Если атомная станция имеет 5 классов разных направлений, это взрывная опасность, ядерная, пожарная, химическая опасность и так далее, прочее, у атомной станции микро-мини-мощностей всего радиационная безопасность только и то на уровне рентгенаппарата. Остальных нету. Не горит ничего, даже подойдешь, будет сжигать, не горит, будешь взрывать, не взрывается и так далее, прочее. Это совершенно новая технология. Но дело в том, эта технология давно отработанная. 30 лет у нас отработана данная технология, но в ходе моего доклада вот вы увидите и слышите данные вот направления. Следующий слайд. Вот это, если смотреть вот это макет, да, вот это деревянный макет, вот это неядерная часть. Вот эта неядерная часть совершенно новая. Вообще в мире никто почти не знает, за исключением российских специалистов. Еще раз повторяю, они у нас работают 30 лет уже. На широкой массе мы только вот несколько лет назад, 2018 года, начали говорить. Но такие проекты сейчас имеются, вот корабельных ядерной энергетической установки Вестингаус, Соединенных Штатов Америки, проект автомобиля ядерной энергетической установок в Швеции, космических ядерно-энергетических установок американцев и так далее, прочее. И вот это у нас, это из ПИ, которые со мной работают, они как раз вот это участвуют в проекте транспортабельной атомной станции ВНГТ-300. Вот поэтому раз 300, это 300 мегаватт, этим делом занимается Росатом. Следующий слайд. Вот сложившаяся конкурентная ситуация, имеющая материал концепции, получая режим творческого взаимодействия в рамках ОМТК, для привлечения внимания нам сейчас необходимо комплексное представление и обоснование материалов на объеме техническое предложение и технико-экономического основания. Что это такое? Значит, мы должны создавать в первую очередь с турбинщиками вот желтые, вот левые желтые. Преобразователь называется. Но наши вот этот партнеры Леонозовского электромеханического завода, они готовы это создавать. И вот это созданное, ну, размером где-то вот такой размер, где-то 50 сантиметров будет на 100 киловатт. И мы должны вот это устройство апробировать и все технические данные снимать стенды, ядерными стендами физико-энергетического института. Вот кто занимается, вот следит, вот это новую технологию, может, читали, вот недавно ФИИ запустили новый такой стенд для апробирования и так далее, прочее. Это интересно, вот как раз вот АСМИ они создали. Ну, они не созданы. Этот стенд был создан еще в 1954 году, потом никто не использовал, и находили деньги и восстановили полностью. Идем дальше. Анатолий Игнатьевич, извините, у нас сколько еще по времени, чтобы у нас осталось 45 минут. Атом это
Да, Это- для обмена мнением, кстати, вопросов, сколько человек... Ну, если вы торопитесь, я могу Не, не, через не 30 торопимся. секунд даже Не, не остановиться. торопимся. Я прошу еще 15 минут. Просто по времени. Да, 15 минут У еще. нас на обмен мнением, не торопимся, я могу сидеть сколько... Так, следующий слайд. Да. Вы извините, пожалуйста. Так, вот это выводы по концепции АСМЕ, который сделал Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности под руководством Юрия Сараева. Ну и кто не знает, это Сараев, который был директором атомной станции после аварии на Чернобыльской АЭС, позже был директором Смоленской АЭС. Это один из самых ведущих специалистов мирового уровня. И вот они вот это 2 месяца проводили экспертизу нашей концепции, с нами 1 месяц беседовали, мы им рассказывали все, и потом вот пришли выводы, что концепция отвечает конкретным востребованным энергетическим мощностям. И следующий вывод: заложены в основу АСМЕ требования, которые должны удовлетворять реакторную установку нового поколения для будущего и микроминэнергетики представляются разумными. И так далее. Значит, вот это они предлагают использовать данные вот этой концепции для Росатома и нас, разработчиков не только этой концепции, вот это все это теории, все это расчетов 3 человек нас представили международной премии «Глобальная энергия». Но, конечно, нам не присудили. Ну и следующий слайд. Вот экономические выводы по докладу, именно предварительная экономическая проработка по Республике Саха-Якутия. Вот это, если вот это правительство Российской Федерации даст добро создания атомной станции микро-мини мощностей, тогда вот это мы в течение года создадим технический проект, выдадим ИТЭО, а через 2-3 года мы полностью выдадим опытно-демонстрационный образец и серийный образец. И серийный образец будет стоить, например, 750 миллионов рублей, это по ценам 2019 года. И вот общую стоимость мы посчитали, это будет около 3 миллиардов рублей для замены всех ДЭС и котельных. Следующий слайд. Вот это, можно сказать, это крупным планом, чтобы понятно было, вот это сколько будет стоить каждый вот это именно серийный образец. И вот здесь можете посмотреть интересный вот такое. От 3 до 10 мегаватт это реактор совершенно другой, вот поэтому. От 1,5 до 3 реактор тоже другой. От 400 киловатт до 1,5 мегаватт реактор совершенно другой. От 100 до 400 тоже другой. 300 до 100 тоже другой, до 15 тоже другой. И реакторы разные. А Якутии на самом деле нужны не больше 1,5 мегаватта. Вот, например, 10 штук устанавливаешь этот 1,5 мегаватта и получаешь 15 мегаватт. Вот поэтому не надо создавать атомные станции мощностью 15 мегаватт, а маленькие. Следующий слайд. И вот как будет контролироваться? Вот базовые предприятия будут созданы в районных центрах, и вот это базовые предприятия будут как раз это контролировать, и там будут и бригады сервисного ремонта и обслуживания, учебные подразделения, мастерские, склады и резервные атомные станции. Ну, представьте себе, атомная станция это 20-тонный контейнер один. Общественный контроль, это кто глава будет, директор там, базовое предприятие и так далее. Как будет обеспечиваться тепло и электричество? Вот населенный пункт, правая сторона слайда.
Например, школа, детский сад, административные, многоквартирные дома, там отопление будет колориферное. Дома в черте основного населенного пункта, отдельно стоящие дома, они будут подключаться электроотопление. А если вообще отдельно стоящие, они, для них будут это малые атомные микростанции, это до 15 киловатт мощности. Следующий слайд. И вот этот, вот наш полигон, испытательный полигон холода, вот как раз моя жена, там Диана Васильевна стоит, вот мы живем, вот это обеспечивается электричество от солнечных панелей и ветряных, но ветряные сейчас сняли из-за того, что ветра нету. Так, следующий слайд. Вот предполагаемая кооперация. Научный руководитель это будет ПИ, главный конструктор для вот этой неядерной части будет ЛМЗ, конструктор, главный конструктор именно этот преобразователь Самара будет, главный конструктор и генпроектант будет или Африкантова, или Никеят, или. А главный конструктор, генпроектант будет Гидропресс. Ну, с ними уж все эти вопросы отработаны, они готовы приступить к делу. Так, следующий слайд. Вот чем отличается вот эта атомная станция микромощности, вот с левой стороны, вот чем отличается атомная станция малой мощности с правой стороны. Вот, как я уже сказал, вот эта атомная станция малой мощности, там используются паротурбины. Для этого условия холода Якутии, они нехорошие вообще это направление. Так, следующее. Ну и здесь можно сказать, это повтор, вот это, что написано зеленым, там прочитайте, пожалуйста. Значит, может входит вот эта ОСМЕ, локальная энергетика, включающая конкретный район. Вот поэтому здесь солнечные, ветряные и дизельные электростанции, если они имеются, они как раз это, с ними будут совместно работать. Дальше. Вот на самом деле вот это, как это представляет данный вот это источник, вот здесь макет как раз это из этого сделан. Так, следующий слайд. Вот ключевое техническое решение вот это атомной станции, ну это для специалистов. Здесь в основном спектр нейтрона. Я уже говорил, вот это отличие изотоп уран-238 от уран-235 и так далее, прочее, там, ну вот это для специалистов. Следующий слайд. Так, последний слайд и предложение. Вот эта Республика Саха-Якутия должна обратиться с письмом госкорпорации Росатом или физико-энергетический институт о потребных мощностях от 15 кВт до 1,5 МВт для обеспечения электроэнергии теплом населенных пунктов арктической зоны Якутии и малых населенных пунктов, в том числе постоянных баз или наводческих бригад и баз рыбаков. Для этого предполагает создать акционерное общество с участием 13 арктического района в Якутии. Следующий слайд. И вот эта литература, ну, в основном это мои, вот это, которые я написал, и вот это, кто со мной работает, вот внизу, косой 3 года, это вот как раз 3 человека, которые являются изобретателем данной установки. Следующий слайд. И вот это у нас на Канкаме днем, зимой минус 56 градусов, днем часто, и вот это у нас проводит именно испытания японская компания Aoi Volcus до минус 60 градусов своих морозостойких делей. Все, доклад закончен. Спасибо. Вот атомная электростанция, которую мы предлагаем, она включается и выключается как компьютер. Можно, если переезжаешь, можно выключить, потом собрать и увезти в другое место.
Вот отличие от атомной станции. Дальше атомные станции, они не отключаются, их глушат. Это при технических неисправностях или там каких-то событиях глушат, а не выключается. Все, спасибо. Спасибо, Анатолий Геннадьевич. С представителями Росатома, вот какие перспективы они видят в вашем проекте? Интересуются, нет перспективы? Росатомның көрсөтүп, Росатомның көрсөтүп, олар интерьер билдер dedi. Ну, Росатоме, как я уже говорил, занимается более 30 мегаватт. С ними я тесно, давно уже работаю, и вот поэтому интерес есть, они все говорят, заказ нужен. Заказ нужен? Да. Значит, заказ может да, дать наш... письмо, например, нам нужны вот такие от 15 киловатт до 10 мегаватт такие. Нету заказа такие. У нас так как пишут? Берут, например, это у Росатома, я с собой не взял, это есть у них вот так называемый, типа вот такой альбом есть, имеется, что они создали вот несколько лет назад. И вот там это 6 мегаваттные, там 50 мегаваттные и так далее и прочее. И говорят, вот отсюда вы убираете. И наши берут. Ну так не делается. Вы машины, если заказываете, вы-то пишете же там, мне нужна машина такой-то мощности, дизель такой, столько колес, ведущий, не ведущий и так далее. Нет, когда идет это по энергетике, никто такой заказ не делает. Я вот конструктором, который занимается, генеральный конструктор малого ядерной энергетической установки космического базирования, и вот этот конструктор говорит, почему вы не заказываете как маленькие, мы-то уже вот 50 лет уже в космос пускаем, наземных делали бы, говорю, нету заказа. В этом вопрос, это первое. Второе, когда я встречаюсь в Министерстве энергетики, замминистра энергетики, ну сейчас он губернатор, я вижу, что он ничего не понимает. Я у него спрашиваю, вы кто по образованию? Инженер. Ну какой инженер? Компьютерщик. Не ядерный, не энергетик. И говорю, вы вызовите кого-нибудь энергетика, чтобы я толково объяснил, вызывать доктора наук и так далее. С ним мы разговариваем и так далее, втроем сидим, разговариваем, он ничего не понимает. Я ему говорю, вы кто по образованию? Термоядерный энергетик. Сейчас Шувалов. Елена Христофоровна. Термоядерный энергетик. Термоядерная энергетика это 3000 температура. Давление там 1000 атмосфер, а мы говорим всего, там 600 градусов и 2 атмосферы. Конечно, друг друга не понимают. И потом этот человек пишет, вот этот атомные станции, менее 15 мегаватт, они экономически нецелесообразны. Конечно, он термоядерщик так. Потом я пошел в Росатом, который занимается секретарь научно-технического совета Росатома. Секретарь, научный секретарь. Он опять не понимает. Я спрашиваю, кто был по образованию? Доктор физмат, нет, по образованию кто-то. Он пылеподавление, вот Нерюнгере занимался. И все. Ясно. Хорошо. Вот у нас Шувалов Дмитрий Сергеевич здесь, да? Замминистра ЖКХ, жилищного хозяйства. Здесь? Шувалов. Здесь, да? Здесь. А? Да. Добрый день, видимо. Пожалуйста, вы знакомы же с этим? Я думаю, знакомы. Да, ваша точка зрения, что вы в этом направлении что-то делаете или какие-то предложения у вас есть? Пожалуйста. В соответствии с федеральным законом 317 ФЗ о государственной корпорации по атомной энергетике, Росатом является уполномоченным органом управления исполнителем по исполнению атомной энергии на территории Российской Федерации. Поэтому здесь Министерство ЖКХ и энергетики
предлагает работать вопрос научным все-таки сообществом по обоснованию самой идеи, также на предмет реализуемости проекта, в том числе и с Российской академией наук. Ну, здесь вот да, те материалы, которые сейчас вот говорили, да, вот, я по образованию энергетик, у меня стаж работы больше 20 лет энергетически. Вы говорите вот электротопление, социальных объектов, бытовых потребителей. Здесь же вы привели, получается, вот населенные пункты 1,5, 2, 3 мегаватта. Это же без учета электротопления. Если у нас электротопление будем вводить, это уже нагрузки кратно возрастут. Поэтому... Все-таки даже если взять ритм 200, который сейчас 50 мегаватт, здесь у нас резервирование используется. 1,5 мегаватт электроотопление кирбетах нагрузка болар дейді. Вот эта атомная станция микромини мощностей, они выдают и электричество, и тепло. И тепло выдают очень много. И вот поэтому вся вот сейчас атомная энергетика, вот я уже говорил, вот зарубежные страны все идут по этому направлению. Не зря же это. Это во-первых. Мы еще пока молчим, здесь еще вырабатывают водород от этой станции. Дальше могут вырабатывать от угля, каменного угля, бензин. Они все делают. Вот это они создают, они все работают. Это первое, что я хотел бы вам обратить внимание, поэтому 1,5 мегаваттное, это очень много тепла, очень много электроэнергии, слишком даже много. Это, например, мы посчитали, вот это Вилюс, там надо всего 3,5 мегаваттные, и то слишком много, по теплу даже. Ну здесь, я говорю, здесь сама идея, понятно, что хорошая, но его надо вырабатывать. Значит, ваше предложение какое конкретно? Что? Обратиться в академию наук. А? Дмитрий Сергеевич, ваше какое предложение? Техническое какое-то заключение, что ли, нужно, или что? Мы техническое заключение по атомной станции дать не будем. Нет, ваше какое предложение? Кому, куда, что обратиться? Ну что там? У вас есть конкретные шаги какие-то? Обратиться в Академию наук. Да, чтобы они рассмотрели данную идею. Реализуемости проекта. Россия или кто академия? Ну, я Российской Федерации. Так, спасибо. Павел Петрович Петров, пожалуйста, Павел Петрович. Председатель комитета. Спасибо, Виктор. Да, пожалуйста. Спасибо. Ну, Виктор Николаевич, я все-таки хочу обратить ваше внимание, как председательствующий на данном совещании комитета, что у нас тема все-таки по вопросу создания атомных станций малой мощности. Сегодня я не могу понять, как сидел, порядка 50 минут слушал, да, уважаемого Анатолия Игнатьевича, я не могу понять, он за или против. Поэтому у меня предложение такого характера. Если мы идем по данному вопросу, то непосредственно должны послушать и Арктический УЛУС, и Министерство ЖКХ, и все те, которые присутствуют. А базироваться сегодня мне, как не специалиста, на мнении одного человека, тем более о том, что человек не сказал, нужно нам это или не нужно, наверное, это неправильно. Поэтому я вас прошу обратиться в первую очередь к регламенту. Регламент у нас принят, и у нас выступление не более, по-моему, 15 минут. А тут выступление состоялось 51 минуту. Ну вы что? Причем я так и, честно хочу сказать, я так и не понял, за это или против. Нужно ли нам станции по арктической зоне или не нужно нам арктической зоне. Из-за этого я должен принять на основании тех высказываний специалистов, которые сегодня должны были выступать. Давайте послушаем мы Арктику. Надо это или не надо? Или мы остаемся на старых тизельных станциях? Почему? Потому что еще 3 года назад наше правительство начало отрабатывать по малым станциям. И я помню, что там было максимальное, это сам 50 мегаватт, но можно было поставить и 5. Яков Ананьевич это дело подтвердит, мы присутствовали при таком совещании. То есть, или заветом отдается неправильная информация, либо нас склоняет к тому, что все-таки нам по северу нужно ставить станции, которые вырабатывают электроэнергию. Вот какие они должны быть? Давайте послушаем мнение других. Я предлагаю поступить так, Виктор Николаевич. Хорошо. И установите, пожалуйста,
не более 5 минут на выступление. А то мы сейчас слушаем одного и того же человека, я еще раз повторяю. Я не понял, за он или против? Ну, вообще-то, конечно, за. Но почему не против? Здесь понятно, вопросы конкретные предлагаются. Микро, мало мощности. 1,5, там, 3 и так далее мегаватт. Ну, за, конечно, чтобы эти внедряться в республике. Ну, пожалуйста, Черноградский здесь у нас, Владимир Николаевич? Конечно, в Арктике нужна энергетика. Арктика без развития промышленности она не будет развиваться, а промышленность, в свою очередь, без энергетики не может. А энергетика, она должна быть локальной. А локальная у нас в Арктике огромными территориями, огромными географическими ландшафтами должна быть, думаю, не ветряная, не это, не солнечная, а атомная. Вот. Ну, спасибо Анатолию Игнатьевичу за подробный диссертационный скажем. Но мы сегодня не ученый совет, поэтому по атомным станциям, конечно, хотелось бы 1,5-2 мегаватта. Те, которые нам нужны для социалки, а для промышленности нужны, конечно, атомные станции малой мощности, ритм-200, которые ставят у нас намерение ставить уже есть и уже прорабатывается, в 2028 году будет в Усть-Куйке. Там нужно послушать WhatsApp, и они, работаем мы с ними, население они все объяснили, поэтому прошли общественное слушание, и вот эта атомная станция даст большой толчок в развитии Ямской группы районов. У нас оловянная промышленность, у нас и золотопромышленность будет развиваться, а естественно в Куке и инфраструктурные объекты, и дороги, и порты, и все будет совместно развиваться этим проектом. Поэтому надо, Министерство Арктики поддерживает строительство атомной станции малой мощности в Усть-Куйке. Такие станции должны быть повсеместно в нашей Арктике. У меня все. Я с ними встречался, вот, которые приезжают, вот последний раз, вот где-то неделю назад представитель приезжал по строительству в Усть-Куйке. Я им задал 4 вопроса, которые я до сих пор никак не могу понять. Первый вопрос. Размещение, площадка. Там Верхоянские горы, как раз вот это где Усть-Куйке, это молодые горы. Там землетрясения частые. Там площадок-то почти нету. Вот эта изыскательская работа там должны вестись очень тщательно. Я не против этой станции. Это очень хорошая станция, мощная. Но еще раз я говорю, эта станция должна была стоять и здесь, вместо Якутской ГРЭС-2, вот и здесь. Это мощная станция. И хорошая. Дальше. Второй вопрос. Чтобы построить такую станцию, там площадка нужна, где используется бетон марки 500. У нас в Якутске бетон марки 300, 350 не могут делать. А вы хотите там в Усть-Куйке бетон 500 с этими мигрантами. Кто будет контролировать это строительство, это именно использование марки создания 500? Я никак не понимаю, здесь специалистов даже нету по проверке. Дальше, следующий вопрос. Там используется в течение 1 часа 300 тысяч тонн воды. Представляете? Это ледокольный реактор. Назначение ледокола совершенно другое. Ледокол ломит лед не только за счет веса, а за счет технического решения, которое является сейчас ноу-хау. Вот для чего столько воды надо. Это пар. Куда будете девать этот пар? Всю Арктику растопите. Дело в том, там нет потребителей столько.
Потому что вы на карту посмотрите сперва, как раз вот представитель это ЖКХ там касается, и Министерство геологии, Госкомгеологии. Яна – это горная река, площадка на правом берегу, месторождение Кютюз на левом берегу. Как будете перебрасывать тепло через Яну? Мы энергетики даже не можем перебрасывать через Яну провод. Это сложнейшая проблема. А вы хотите на 40 километров там тепло передавать. А площадь вот это Кютюзское месторождение 200 квадратных километров. Я очень хорошо знаю это Кютюз. Уважаемые участники совещания, вот я хотел бы начать с того, что несколько я не понял высказывания и выступления некоторых наших депутатов, которые сегодня еще проводят вот круглый стол. Ну, чувствуется, что люди несколько, даже проводя такую встречу, такой круглый стол, сами не подготовились. Мы занимаемся этой проблемой с 2014 года. И по экономическим вопросам, и по экологическим. Вот Анатолий Игнатьевич показал там статьи, которые мы опубликовали даже в международных рейтинговых журналах по данной проблеме. И очень вызвали своими статьями очень серьезные отзывы и очень капитальный интерес, включая даже зарубежные страны. Сколько раз, значит, этот вопрос поднимался на уровне, значит, научных сотрудников Якутского научного центра, Северо-Восточного федерального университета, но наконец-то все-таки вот сегодня впервые вот на заседании 3 комитетов, значит, данный вопрос обсуждается. Наконец-то услышано. Вот поэтому, коллеги, значит, то, что вот называют доклад, значит, Анатолия Игнатьевича долгим слишком, это прочее, я вообще не понимаю. Ну, парламент Государственного собрания, вы должны от начала до конца все выслушать, пропустить через себя, значит, и делать какие-то выводы. А то регламент 5 минут, 15 минут. Ну что, куда годится-то? Вы давайте не отходите от народа-то. Вот поэтому мне несколько больно слушать, значит, как опытный государственный деятель, значит, и более 10 лет занимаюсь данной проблемой, значит, мы все рассчитали и по экономическим, по экологическим показателям. Вышли на руководство, значит, вот тех организаций, тех учреждений, которые, значит, занимаются данной проблемой. А эти-то люди поддерживают. Идея очень серьезная, идея очень капитальная, и она необходимая, особенно для Арктики нашей республики Саха-Якутия. Вот поэтому, коллеги, надо все-таки вот очень с пониманием отнестись, и мне несколько тоже непонятна позиция, значит, представителей Министерства там, жилищно-коммунального хозяйства, то же самое, значит, там же организационные моменты должны быть, очень капитальный организационный момент. Организация работы, значит, от этих министерств, которые должны быть заинтересованы. Энергетики, значит, Арктики, плюс, значит, вот, жилищно-коммунального хозяйства. Они должны быть на самом деле заинтересованы. Мы все в научном плане, все раскладки, значит, описание и это прочее довели до учреждений, которые занимаются вот, атомными станциями малой мощности. Вот последнее письмо, значит, мы подготовили в сентябре 2021 года. Направили, значит, руководство вот института, который этим занимается. К сожалению, конечно, вот на сегодня этого Тузова нет руководителя, там человек поменялся. Между научными учреждениями, между институтами идет, как всегда, значит, конкурентная борьба. Все складывается, все упирается в деньгах. Если от Республики Саха-Якутия будет аргументированное обращение, значит, делают, занимаются этим вопросом, включая, вот, как сегодня говорили, значит, и пусть Российскую академию наук, и Якутский научный центр, Академию наук, Северо-Восточный федеральный университет, мы готовы подключиться, значит, и все это дело капитально подготовить. Но необходимо, значит, этих атомных электростанций малой мощности, она от железных. Это однозначно. Хотим развивать Арктику,
Нам нужны эти электростанции во всех отношениях, и в экономическом плане, и в экологическом плане. Вот поэтому, Виктор Николаевич, ну то, что вы провели данный круглый стол, это очень важно. Сейчас надо будет в организационном плане, значит, подготовить предложение правительству Республики Саха-Якутия, уже провести, значит, какую-то комиссию от ваше предложение, значит, заинтересованное министерство подключить всех, значит, и провести, значит, очень хороший, серьезный разговор, опять же, с привлечением Анатолия Игнатьевича, представителя наших, значит, научных учреждений, Северо-Восточного федерального университета, Академии наук Республики Саха-Якутия, и выйти, как говорится, на результат. Долго обсуждать уже не стоит. Мы как-то очень долго обсуждаем, очень долго, значит, принимаем решения. Ну, сегодня ситуация, конечно, не артист, но тем не менее, надо этот вопрос однозначно начинать. Нужно организаторам, конечно, вот мы хотели оперативно начать разговор, вы подчеркнули правильно, что впервые 3 комитета. Павел Петрович нисколько не допустил какой-то бестактности или что-то, он обратил внимание, что это совещание, которое следующее будет, это, конечно, круглый стол. Поэтому здесь организаторам совещания нам нужно было бы, может быть, по конкретике как-то определиться и договориться. Повестку, когда мы получили... Я и говорю, это нам. Мы хотели рабочее совещание быстро, оперативно провести. И сегодня это делаем, проводим. Самое главное, что начался разговор на этом уровне. Госсобрание ЛТМ. Это очень совершенно правильно. Председатель комитета и председатель собрания Алексей Ильич быстро отреагировали. И вот мы сегодня это совещание проводим. Вера Сафоновна совершенно правильно здесь начали работать. Теперь, поэтому разговор начался уже на этом уровне. Совершенно правильно. Юрию Михайловичу Григорьеву, академику Академии наук Республики, доктору физико-математических наук. Юрий Михайлович, пожалуйста. Уважаемые участники совещания, это у нас совещание, не круглый, да? Значит, я целиком поддерживаю вопрос об актуальности данного вопроса. Он назревает правильно уже многие десятки лет, и в условиях нашей Арктики, изолированных энергоснабжений, вот такие локальные решения, они совершенно нужны. Значит, ну, я как представитель Академии наук могу сказать следующее, что мы готовы поддержать работу в этом направлении. Механизмом может выступить общественный заказ на МИР, ну, например, в 13 арктических районах нашей республики. Есть такой механизм. Вот, если вы потом с нами там проконсультируетесь, мы можем конкретно сказать, как это все делается. Если такой общественный заказ будет сформирован, то в этом заказе можно делать вот ту часть мира, которая, вот, видимо, не хватает у Анатолия Игнатьевича. Вот у него техническая часть там, и прочее, у него более-менее расписано. А вот вопрос, вот, алгоритм внедрения вот этого проекта в жизнь. Вот он сколько лет бьется, оказывается. Поэтому в рамках этого, мне кажется, первое, это вот надо выяснить, какая нормативная база не хватает значит, и на региональном уровне, и на федеральном уровне, которая тормозит внедрение этого проекта. Это первое. Это можно было бы решать в рамках этого общественного заказа. Ну и в рамках него же можно решать вопросы вот, как бы стратегии или там плана, как это все делать. Кому, значит, так делать, чтобы это дело было выполнено. Вот. Что там еще? Ну и письма в Росатом о необходимости вот, при их объемах, но они должны идти от, наверное, от Первой Республики, а не от общественной группы, где вот работает Анатолий Игнатьевич. Поэтому я поддерживаю, что вот такие письма надо организовать. Данные все есть, сколько чего нужно где. Объемы мегаватт по миллион рублей, они все вот, рассчитаны нашими специалистами. Можно мотивированное письмо значит, о необходимости вот, организовать, мне кажется. Ну и как представитель Северо-Восточного федерального университета, естественно, я выражаю готовность принять участие в образовательной части. Этот проект не войдет без специалистов. Без специалистов, физиков, ядерщиков, которые обладают нужными компетенциями. Вот Анатолий Игнатьевич везде подчеркивает, что у нас не хватает специалистов везде, на всех уровнях.
Совершенно верно. У нас в ЦВФУ, я не знаю, с кем он общался, но у нас нету физиков-ядерщиков профессионалов. Ну, не было в последние годы, и в советское время их не готовили. Они есть где-то в республике, в других местах, единичные экземпляры. Мы могли бы, скажем, людей, которые имеют компетенцию специалистов в этом направлении, мы у себя не можем готовить, это однозначно. Но мы можем в кооперации с ведущими федеральными вузами, с которыми у нас есть постоянные контакты, которые именно являются базовыми вузами в этой отрасли, в том числе и Росатома. Это НИФИ, МТТИ и другие. С ними можно прорабатывать вопрос о подготовке кадров для этой будущей новой отрасли для энергетики. У меня все, спасибо. Все, спасибо. Еще раз хочу подчеркнуть, что Госсобрание отреагировали быстро на предложение Анатолия Игнатьевича провести такое рабочее совещание. Для улучшения и преодоления социальных решений представителям власти частных лиц, которые затрудняют жизнь. Мероприятие объединяет международных, российских экспертов, жителей северных территорий для обсуждения актуальных вопросов о роли женщины в развитии и сохранении Арктики. Таким образом, с удовольствием приглашаю принимать участие в наших проектах. Будем анонсировать информацию. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Кристина Алексеевна. Если вы не возражаете, продолжим наше сотрудничество и знакомство. Хорошо, спасибо большое. Анатолий Игнатьевич, вы, пожалуйста, еще раз. Всем спасибо за участие. Я хотел бы нескольким товарищам ответить, вот особенно Ефимов Яков Ананьевич, я правильно говорю? Это депутат Ефимович, председатель постоянной комиссии. Вы совершенно не правы. Вы говорите, что это не компетенция Ефимовича правительства, это федеральный уровень, говорите. Вы читайте сперва закон о местном самоуправлении. Местное самоуправление отвечает за тепло, теплоснабжение и электроснабжение населения. Вы что, не знаете закона? Следующее. Но я это не буду вот это распространяться. Вот из-за этого нет у нас развития. Это компетенция местного самоуправления. Вот правильно Барулавская говорят. И правильно они пишут Арсена Сергеевича. А неправильно делает это правительство и глава республики, что не отвечает. Вот что неправильно. Вот поэтому я хотел бы заключение сказать, вот ректор Анатолия Николаевича, а вы читали технико-экономическое обоснование и ритм 200Н? Дайте команду, что они показали вам ТЭО и ритм 200Н. Уже 5-й институт отказывается делать. Вы сперва это свои компетенции узнайте. Вот почему вот это мы уже 5-й год говорим, и китайцы, американцы, канадцы, это 10 миллиардов рублей в год оборотов этой станции. Они хотят от нас брать, мы просто не даем. И плохо, конечно, война началась. Но может быть из-за того, что война началась, мы уже это будут брать. Но дело в том, мы нашли уже заказчика перед войной. Все этапы мы прошли. Это который вот Николай перечислял. Мы все прошли. И вот сейчас госзаказ должны были войти, и вот война началась. Не знаю, как дальше будет. Вот поэтому техническое решение есть. Вот это доктор технических наук Юрий Григорьевич, я хотел бы сказать спасибо. Вы на 180 градусов изменились. Я с ним встречался, Академия наук. Он совершенно по-другому говорил. Вот спасибо. На заключение, что хотел бы сказать. У нас из Якутии сейчас около 20 молодых людей, которые закончили МИФИ и другие энергетические институты по атомной специальности. Они готовы работать с нами. И вот сейчас в ПИИ некоторые у нас, мы приняли, они работают. Вот поэтому, если мы все бросимся на это дело, вот тогда, вот это правильно сказал один из выступающих, что надо собрать, это Юрий Григорьевич тоже, собрать там это 13 улусов, там поддержка и так далее, и прочее. Да поддержка одного человека надо, одного-двух. Пожалуйста, Елена Христофоровна, пожалуйста. Очень интересное совещание рабочее у нас сегодня проходит. Мы сейчас точку не ставим, наоборот,
мы должны усилиться, активизироваться. И я, как никто другая, знаю, по 1-2 часа же мы летом для того, чтобы экономить свет, это электростанции включаем. И в минусовые градусы для целях экономии мы отключаем тепло. В летнее время арктические улусы специально мы отключаем, чтобы экономить и на ГСМ. Это очень все дорого. Просто мы сегодня, видимо, еще не нашли общего языка. Вот жилищно-коммунальное хозяйство министерства, которое занимается этими вопросами, да, вот оно должно было быть заинтересовано. Вот просто хотя бы взять один район, как пилотный, или даже один наслед. А то, что мы должны заказать мир, это уже веление времени. Мы так поняли. Так, Виктор Николаевич? Да. Благодарна я участию Кристины Алексеевны Матвеишиной. Почему я очень рада тому, что Кристина Алексеевна сегодня присутствует? Да потому что она женщина. Именно с глазами женщины, глазами, вот, чувствами женщины мы сегодня смотрим на будущее развитие арктической зоны. Все здесь говорили о том, что Егор Афанасьевич даже признавал же, оставили развитие Арктики. Мы признаем это. Сегодня пора вернуться к этому вопросу. Арсений Сергеевич стратегию утвердил. Вот хорошо было бы, Виктор Николаевич, в этой стратегии видеть это отдельно раздел по этим, по НИИРу сначала, да? Вот по этому вопросу нам надо, Яков Ананьевич, Павел Петрович, всем нам, всем 3 комитетам, которым дал задание Алексей Ильич Еремеев, председатель парламента Республики Саха-Якутия. Это очень важный вопрос. Давайте возьмемся на эту работу. Да? Поблагодарить. Спасибо очень большое. И вам здоровья, сил. Все новое пробивается, конечно, но хотелось, чтобы побыстрее. Но сам факт того, что эта перспектива, она получится практически. От нас зависит раньше или позднее. Первое. Второе. Цель сегодняшнего совещания, я считаю, достигнута. Не нужно обращать внимание на наши эмоциональные где-то выступления друг друга, абсолютно. Они все дружеские, они все на то, чтобы исправить ситуацию. И никакой обиды здесь нет. И мы, депутаты, совершенно правильно, когда звучат конкретные нам вещи. Какие конкретные предложения по итогам нашего совещания? Я думаю, не будьте возражать, Елена Христофоровна, Павел Петрович, Яков Ананьевич, и мы приглашаем Ивана Ивановича Данилова в нашу рабочую группу, которую мы где-то во вторник, может быть, соберемся, и уже по итогам нашего сегодняшнего совещания мы суммируем эти все предложения, которые сегодня прозвучали. А прозвучали очень конкретные предложения и очень хорошие, действительно. Это первое, какой-то уже нужен документ на уровне правительства, мне кажется. На уровне правительства, который бы смог бы направить в такое деловое, постоянное русло, создав рабочую группу. Межведомственную, может, рабочую группу по конкретному вопросу. Внедрения атомных станций микро и малой мощности. Это первое. Второе, значит, второе уже конкретно, что нужно оформлять заказ. Заказ вот совершенно правильно, значит, Юрий Михайлович сказал, очень 15 районов, оформляем заказ конкретно на изготовление, мы продумаем как, да, и вот это тоже уже практическое наше действие. И все остальные, которые сегодня вопросы прозвучали, мы в такую, это модно сейчас говорить, дорожную карту, но какой-то алгоритм нашей работы мы составим. Я думаю, что, как кого я назвал, да, председатели комитетов, мы во вторник где-то, может, если не возражаете, день-два посмотрим. Проведем такой чтобы не забыть сегодняшний разговор. Обязаны ставить те практические вопросы, которые сегодня не решены. Цель, еще раз хочу
сказать, достигнуто, всех поблагодарить и дальше работаем. Анатолий Игнатьевич, мы работаем с вами. Самое главное, чтобы вам терпение, Здоровья. Спасибо. Здоровья. и терпение, да. Безусловно, героический человек. Спасибо. Все, если есть какие-то замечания, еще объявления, пожалуйста. Нет? Ну, я не вижу, руку не поднимают. Все, хорошо. Пожалуйста, Яков Адамович. Спасибо, Виктор Николаевич. Я вот то, что по компетенции, поэтому я еще раз говорю, мы по созданию атомных станций мы не можем, наверное, принимать решения. Да, мы можем рекомендовать, писать письма и федеральные органы, и институты, да, что это необходимо. Вот, а то, что вот создавать станции малой мощности, и вот их там что-то сделать, да, строить, это уже компетенция федеральная. Мы можем просить, мы не отказываемся, все время обсуждаем этот вопрос. Подтвердите Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Мы об этом разговариваем, а то, что вот их создавать, их строить, это уже, наверное, мы должны просить федеральный уровень. Мы готовы сейчас к этому. Необходимость атомных станций, строительства атомных станций на арктической территории, это да. Владимир Николаевич это тоже подтвердил сегодня. Все, спасибо. Есть у кого-то еще информация? Все? Все, всем спасибо большое. Всем всего доброго. И дальше продолжаем в этом направлении работу. Все, спасибо.